Добрый день, уважаемые участники совещания работников образования. Тема моего выступления – исторические события и факты земли Хангаласской. Колесо истории, вращаясь, нас вглубь веков за собой уводит, чтобы дать возможность нам, общаясь, вновь прикоснуться к памяти людской. С чего начинается Родина? Этот вопрос задавал, наверное, себе каждый человек. А она начинается с малой родины, с родного места и отчего дома, где он родился. Каждая семья, каждое село, каждый город и район имеют богатую историю. Здесь выросли яркие личности, и изучение истории малой родины всегда будет актуальной и вызывающей интерес. Символично, что в год столетия со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики в нашем Хангаласском улусе пройдет год исторической памяти. Ряд выдающихся хангаласцев, имена которых мы помним и чтим, внесли неоценимый вклад в развитие и становление нашей Якутии. Наш улус имеет богатую историю. Многие судьбоносные в жизни народа Саха события произошли на Хангаласской земле. И сегодня я хочу остановиться на некоторых из них. История всех племен, всех улусов Якутии тесно связана с историей хангаласского племени. Ханглы представляли среди всех якутов особую группу, владельческий род, глава которого имел особый титул Тойон-Уга, Тойонский род. Хангаласы были одним из многолюдных и сильных племен, которые состояли во главе Союза племен. Название хангаласского улуса в исторических источниках впервые встречается в книге ясачного сбора Енисейского острога атамана Ивана Галкина 1631-1632 годов. Важное значение для самоуправления народа Саха имел созыв в 1766 году императрицей Екатериной II комиссии по составлению нового уложения единого русского законодательства. В 1768 году приехавшие в Якутск выбранные представители от улусов избрали депутатом от всего Якутского уезда хангаласского князя Сафрона Сыранова. С этого времени фактически формируется улусная структура самоуправления. Хангаласский улус давних времен является интернациональным улусом. В 1730-1740-х годах предпринимались энергичные меры для организации регулярного почтового сообщения через всю Сибирь. Открывались почтовые станции. Захар Баишев в 1743 году проложил тракт от Витима до Якутска и учредил на этом отрезке 28 станций, где особое место занял наш улус. В 1770 году вышел указ Иркутской губернской канцелярии об освобождении якутов от отбывания ямщицкой повинности по Иркутско-Якутскому тракту. Ее переложили на русских поселенцев. Так отпала тяжелая повинность, и началось заселение Средней Лены русскими крестьянами. Вплоть до 1950-х годов по тракту возили почту и людей. 20 век. 20 век особо выделяется важнейшими событиями. Вся территория России вовлекалась в поток этих потрясений. Хангаласская земля, занимавшая центральное положение в Якутии, не стала исключением. В 1914 году началась Первая мировая война. Многие молодые ямщики хангаласской земли были мобилизованы в царскую армию в те суровые годы. Они принимали участие в боевых действиях этой войны. Некоторые были награждены Георгиевскими крестами. Под огнем жестокой борьбы за власть в годы гражданской войны оказалось мирное население.
ставшие жертвой и понесшие разорение и обнищание. Эти страшные события коснулись и нашего улуса. В 1921 году находились небольшие отряды красных для охраны участков Иркутско-Якутского тракта, а также создавались добровольческие дружины красных партизан. За годы повстанчества на территории улуса произошли вооруженные стычки и бои с жертвами в 18 местах. Отряд поручика Гордеева 30 августа 1918 года без тяги вывели с баржи на берег и расстреляли красноармейцев Мая, Юшина, Буга и Царева. Местные жители на месте расстрела этих людей поставили памятник. 6 марта 1922 года на протоке Хаксык в 3 километрах от Техтюра отряд красноармейцев под командованием Нестора Каландрашвили, едущий из Иркутска в Якутск, попал в засаду и был уничтожен. В годы гражданской войны наряду с человеческими жертвами был причинен большой ущерб и народному хозяйству улуса. С 1864 года на земле Бодайба начали работать ленские золотые прииски. В архивных документах наследников улуса 1866 года есть сведения об отбывших на золотые прииски. Выгодное географическое и транспортное положение улуса способствовало тому, что торговые пути подрядчиков Вилюйских, Горных, Намских, Заречных районов и города Якутска пролегали через наслега нашего улуса. В начале 20-х годов 20 века начинается золотодобыча в Алдане. Активистами этого движения были жители Мальжигарских и Заречных наслегов. В связи с открытием крупных месторождений золота в Аллах-Юнском районе с 1932-1933 годов улус начал отправлять колхозников на грузоперевозку. И более 20 лет наш район выполнял план поставки подвод, возчиков и грузоперевозки. 20-е годы 20 века. Хангаласский улус стал центром движения конфедералистов. Они боролись за союзный статус, чтобы обрести подлинное народовластие. Павел Васильевич Ксенофонтов пытался мирным путем внести изменения в Конституцию Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Но эти попытки увенчались провалом. Их назвали мятежниками и обвинили в попытке отторжения Якутии от России. Всего по делу ксенофонтовцев было репрессировано 272 человека. Из них 128 человек расстреляно и 130 человек осуждено на различные сроки заключения. Жертвами стали как участники движения, так и невинные лица из числа интеллигенции. Расширением строительства в районе и по всей республике росла потребность в строительных материалах. В декабре 1933 года Совнарком республики принял решение о строительстве государственного кирпичного завода. Местом строительства выбрали Покровск, где имелась годная для производства кирпича глина. Для строительных работ широко привлекалось местное население. Завод вступил в строй в 1937 году. Первым директором стал Петр Иванович Жданов. Покровский кирпичный завод сыграл большую роль в экономическом и социальном развитии района. С его вводом Покровск получил статус рабочего поселка. Жизнь диктовала создание мелких предприятий для удовлетворения повседневных нужд населения. Так, в 1933 году была создана промартель «Труд в селе Берестях», которая действовала до середины 1950-х годов до слияния с комбинатом бытового обслуживания. Она выпускала оконные рамы, дверные блоки, недорогую мебель для населения, занималась их ремонтом. В 1940 году
открыли известковый завод в селе Бестях, который обеспечивал своим товаром всю республику. А в 1941 году основали Бестяхскую судоверфь для изготовления и ремонта мелких судов для рыболовецких бригад. Эти предприятия положили основу для промышленного развития нашего района. В настоящее время, когда происходит модернизация общества, одной из основных задач является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности. Формирование внутреннего мира человека не происходит само по себе, а формируется тогда, когда он соприкасается с традициями, общественными ценностями. Невозможно научить любить Родину и воспитать гражданина, изучая историю только по учебникам. Действенным средством воспитания будущего гражданина, патриота, является изучение краеведения. Именно краеведение позволяет познакомиться со своим краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции своего народа. А это и есть истоки и основа патриотического воспитания. А также Хангаласский улус, как историческая прародина народа Саха, может развивать краеведческую особенность свою и туристической индустрии. Спасибо за внимание.